Здравствуйте, меня зовут Филиппова Анастасия. Тема нашего исследования – лингвистический аспект коммуникации человека и домашних животных на примере собак. Ученые Ермакова, Ермолова, Байкова не называют взаимодействие человека и домашних животных полноценным общением, так как общение обычно происходит между говорящими. Но животные все же воспринимают речь человека, исполняют команды, передают сигналы. Поэтому гипотезой нашего исследования стало то, что лексический запас домашних животных можно изучить через классификацию частей речи, которые они понимают при взаимодействии с человеком. Цель работы – исследование лексического запаса собак через классификацию частей речи, которые они понимают. В изучении темы нам помогли наши собаки – западно-сибирская лайка Дружок и русско-европейская лайка Блэкстар. По сведениям ученых, словарный запас у собак в среднем составляет 160-200 слов. Его можно расширить, если читать ей книги вслух и обучать за поощрение. Известна собака Чейзер, которая знала более 1000 слов. Еще эксперименты ученых показали, что собаки способны обучаться новым словам, просто наблюдая за общением между людьми. Мы около 2 лет проводили лингвистический эксперимент на понимание домашними животными элементов речи человека. Нам было интересно, сколько слов понимают наши собаки. Наш эксперимент имел 2 вида. Во-первых, когда собаки дома и на прогулке становятся участниками и наблюдателями речевого общения с людьми. Во-вторых, обучение собак командам за поощрение. Знание слов проверялось через ответную реакцию собак. Далее мы почитали количество слов и сделали классификацию по частям речи. Так собаки старшего и младшего возраста больше всего по количеству знают имена существительные, нарицательные, одушевленные, одушевленные, имена собственные, и глаголы повелительного наклонения, начальной формы будущего и прошедшего времени. Также знают наречия, междометия, прилагательные местоимения. Знание большого количества существительных собаками связано с узнаванием предметов. С помощью глаголов мы отдаем команды. Наречия, междометия и прилагательные воспринимаются собаками как призыв к действию, запрет, оценка или как часть команд. Также собака в полной мере понимает предложения, которые мы суммировали с общим количеством слов. Таким образом, лексический запас собаки старшего возраста составил 166 слов, а младшего 40 слов. Данное количество слов является нормой. Задачи исследования решены, цель достигнута. Спасибо за внимание. Голос. Где мячик? Дружок, сидеть. Хорошо. Дружок, лежать. Молодец. Сидеть. Лак. Настя, ку-ку. Пойдемте искать Настю. Пойдем. Где Настя? Где Настя?